селе Улаханан Хангаласского улуса промышленные предприятия Якутии выпустили в реку Лену более 270 тысяч мальков сибирского осетра. Эта процедура проводится уже несколько лет и направлена на компенсацию ущерба водным биоресурсам и их среде обитания. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. С 2021 года якутский филиал главрыбвода организует зарыбление реки Лены в районе села Улаханан, привлекая к участию промышленные предприятия. Здесь же находится модульный рыбоводный цех, где выращивают мальков сибирского осетра. Ежегодно объемы выпуска молоди осетра увеличиваются. Например, если в первый год в реку выпустили 32 тысячи мальков, то в прошлом году их количество превысило 240 тысяч. В этом году в Лену планируется выпустить рекордное число молоди осетра – более 600 тысяч. В зарыблении участвуют 13 крупных промышленных компаний, среди которых группа ВИЗ – инвестор строительства Ленского моста. В мероприятии также приняли участие представители дирекции по строительству Ленского моста. Сегодня в рамках конституционного соглашения между правительством Республики Саха-Якутия, группы ВИЗ по строительству моста через реку Лена проходит первый выпуск молоди сибирского осетра ленской популяции в количестве 16 тысяч особей. Данная акция является постоянной, будет производиться в течение 20 лет с начала строительства моста. Всего будет выпущено порядка 45 тонн мальков осетровых и сиговых промысловых видов рыб. Как сообщили в главрыбводе, выпущенные мальки достигают промысловых размеров к 16 годам. Однако стоит помнить, что в Якутии вылов сибирского осетра строго регламентирован. В рамках любительского рыболовства осетра ловить разрешено не везде. Для них специально организовываются участки, называются участки для организации любительского рыболовства, где физические лица могут осуществлять добычу осетра сибирского ленской популяции. При этом необходимо соблюдать еще и размерную длину, да? То есть длина осетра не должна быть менее 62 сантиметров. Также есть ограничения по применению сетных орудий лова, то есть у вас сети должны быть течей более 90 миллиметров. Также свою порцию 2000 мальков осетра выпустили учащиеся второй Мальжигарской средней школы в рамках соглашения с якутским филиалом главрыбвод о профориентационной работе. Промышленные предприятия будут ежегодно осуществлять зарыбление реки Лены, что является их вкладом в экологическую ответственность и поддержание здоровой окружающей среды. Виолетта Засимова, Хангаласский улус.